Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Мордовский блок новостей». Новости из жизни Мордовии за апрель-май 2019 года. Будут комментировать Александр Иванович Лютов, координатор движения в защиту прав избирателей «Голос» в Республике Мордовия, член Мордовского регионального совета Российской общественной организации «Открытая Россия». Он у нас справа. Можете посмотреть на него. А слева Евгений Геннадьевич Пашуткин, член Мордовского регионального совета Российской общественной организации «Открытая Россия», бывший координатор из штаба Навального в Саранске и Мордовского регионального отделения общественного сетевого движения «Открытая Россия». Второе название нашей программы «Эхо Мордовии». Начинаем мы, как все, с того, что у нас есть девиз, придумал Петр Николаевич Толтаев, мэр нашего города, он живет здесь недалеко, и он в интервью сказал: пока мы будем безучастными, мало что изменится. Классно сказал. Да, мне тоже очень понравилось в интервью телеканалу «Прообраз». Первая новость заключается вот что. В чем? 27 марта в ежегодном послании Владимир Дмитриевич Волков сообщил, порадовал нас всех, что продолжительность жизни за 5 лет выросла на 3 года, но по показателю смертности у нас все равно хуже, чем среднероссийский. А 9 апреля Мордовское статистическое ведомство сообщило, что у нас старше 90 лет 4,5 тысяч человек, из них 4 тысячи женщины, а старше 100 лет около 150 человек. Как вы относитесь вот к такой огромной нерешаемой проблеме продолжительности жизни и как, вот если кратко, можно ее повысить, как считаете? Ну, проблему продолжительности жизни, я бы не знаю, вот у меня в семье очень много довольно долгожителей. У меня в 92 года умер дед по матери, вот, поэтому я, если честно, не могу прокомментировать что-то по проблемам. Пожаловаться нечем. Да, пожаловаться нечем. Но единственное, что могу сказать, что у нас, скорее всего, на это очень сильно экология влияет, ввиду того, что у нас был ламповый завод. Ну, точнее, он и сейчас есть, но там его можно назвать... Светотехника? Да, там скорее цех остался от завода. Вот, и большое количество выброса ртутных паров и всяких тяжелых металлов, молибден, кобальт и прочее, это тоже не очень положительно влияет на продолжительность жизни. Особенно если заглянуть в онкоцентр у нас в Мордовии, там очередя, вплоть до того, что даже на платные приемы люди сидят в очередях. Вообще забавно это выглядит, знаешь. У нас вот в Мордовии тут что-то подскочило, что-то прибавилось, да? Это называется все равно, что я бегу до финиша последним, но тут я вот 2 шага сделал быстрее всех остальных. Мило, конечно, это все выглядит, но сравнивает он почему-то со среднероссийским показателем. Давайте сравним с Японией, с Европой. Почему нет? Ну тогда у нас... Как мы выглядим на фоне Европы? На фоне, я Да думаю, плохо, я думаю. очень удручающие будут показатели. Да, там, наверное, лет на 10 мы, да, наверное, в среднем меньше живем. Ну, скорее минимум. всего, да. Да, теперь разберем еще другие факторы, в том числе вами упомянутые поподробнее. Вот 19 апреля в Общественной палате прошли слушания по созданию лесопаркового зеленого пояса вокруг Саранска. И там сообщили, что нормативы Всемирной организации здравоохранения по растительности в городе Саранске у нас выполняются. В городе в 2 раза, по пригородной растительности в 3 раза. И предлагают экологи пригородные леса Саранска соединить аллеями с жилыми районами Саранска. И вот 30 мая из пригородного леса в Саранск прибежал лосенок, покупался в стадион «Старт», тоже здесь недалеко, и вернулся в среду обитания. Как вам вот эта идея с аллеями и вообще в целом экология? Но экология в целом, я бы сказал, у нас хромает. Популизм. Популизм, да, потому что мы сейчас стоим на фоне реки Саранка, собственно, которую недавно спускали из-за того, что там произошел массовый мор рыбы. Рыба всплыла, раки выбежали на... А раки, кстати, есть такая теория, знаешь, почему они выползли? Почему? А потому что тут кафе раки недалеко было. Да, точно, к своим собрались. Ну, мы к этой новости по поводу воды еще попозже вернемся, а еще по поводу экологии. А вот по поводу лесопарковых зон, ну, в принципе, нормально на велосипедах кататься, если... Вообще, вот в пригородах вот на... очень мало каких-то развлечений, и даже если парк какой-то появится, хотя бы погулять можно. Просто даже если Это все, сделают... А какие должны быть развлечения? Ну, я даже не знаю. это все прекрасно, но они же этого не сделают. Ну, серьезно. Ну, они просто вбросили, они вот сказали: ребят, у нас вот, пусть, может, они посмотрят, на всякий случай я это скажу, ну, хорошо, пригородные вот эти прогулочные дорожки, это все прекрасно, но это денег требует. И раз уж вы так паритесь по поводу здоровья горожан, давайте трубы железные поменяем, чтобы вода чистая была.
Вот мы сейчас как раз вот эту кампанию продвигаем за чистую воду. Нам там что-то сейчас последнее какое-то обещание было, что 2 миллиарда потратят сразу и на то, чтобы запах дерьма из города убрать, и на то, чтобы воду чистой сделать, то есть все и сразу. Но смотри, воду чистой сделать, они опять же, они заборы проб производят из скважин. Они мне даже в социальных сетях отвечали на то, что вода соответствует по втору, Нет, по железу, по прочим, всё по всем правильно, да. параметрам. Я не о том немножко На говорил. заборах, да, но ты вот имеешь в виду то, что улучшить Они это уже дело. пообещали, что будут менять трубы и прочее. Тут они еще Главное и... пообещать. Да, главное пообещать. Вот они это пообещали. Комментарии посмотрим просто в соцсетях, что там люди пишут. Типа, ну вот, опять 2 миллиарда украдут, а с водой с ржавой так и останемся. Запах дерьма так и останется, Саранске никуда не денется. Вот они сейчас пообещали олейки нам. Жень, чтобы определить то, что что-то происходит, достаточно просто выйти на улицу и посмотреть. Все трубы у нас зарыты как они называются, водопроводные коллекторы. Чтобы их поменять, эти водопроводные коллекторы нужно раскапывать, вытаскивать эту трубу, как минимум. Либо ставить рукава в эти трубы пластиковые. Ты много видел у нас по городу, где этим занимаются? Слушай, ну если этого не сделать, вообще беда будет. А это нужно было сделать еще 10 лет назад. Да, ну вот сейчас вот там воду отключили, у меня прямо около дома раскопали вот эти 2 трубы, там идут железные. Они вырезали кусок, ну, метр. Вот прям ровно метр, по-моему, длиной. Ну, соответственно... Вырезали. Я прохожу, я туда заглядываю, а там вот труба где-то вот диаметра, я не знаю, не мерил, там в яме все-таки. И там в этой трубе вот с каждой стороны вот такой вот слой, знаешь, на какие-то грибы похожи. Вот, это второе отложение. Ну, второе отложение, но они ржавого, такого оранжевого, красивого цвета. Ну, конечно, похоже... потому что там еще и железо растворено, соответственно, в воде, которое растворяется из этих же труб. Ну так вот, они вырезали вот этот метровый кусок, и знаешь, я потом поставили туда поновее и проварили вот так вот, такой, знаешь, шов такой вот страшный, такой некрасивый. Ну, отлично. Опять же в этом месте она ржаветь будет. Где шов, там уже всегда ржавеет быстрее. Но суть-то не в этом, они, понимаешь, тут полумера, это все полумера. Это не то, что полумер, это они заменили метровый, тут огромные сети, и они заменили метр вот около моего дома. Они, скорее всего, просто провели какой-то анализ этой трубы по ультразвукам или чем-то ее прощупали, что она вот-вот рванет, и просто Думаешь? поменяли. Скорее всего. Мне кажется, знаешь, эники, беники, вот здесь меняем. Я думаю, это слишком расточительно, даже для наших руководителей. Александр, давайте перестанем Евгения мучить. Можете поменяться местами, чтобы вы были на фоне солнца, а Евгений вот сюда. А вот, Александр, я вас тогда прервал, правда, переходим к теме качества воды. Вот из-за чего у нас в день приезда сборной Сан-Марино и болельщиков умерла рыбка здесь? Я бы, конечно, с радостью на этот вопрос ответил, если бы знал на это Ответ. да. Но у нас на самом деле не только рыба умерла, у нас массовый мор пчел происходит и много чего нехорошего. Но, скорее всего, был сброс откуда-то, либо с истоков, с полей, с дождями, все туда. Кстати, дожди были перед этим? Я не помню. Слушай, по-моему, не было. Дождь раньше был. Значит, это был сброс просто с какой-то трубы. Сбросили какие-то химикаты. Ты видел в доске позора в комментариях какой-то мужчина выложил запись, он приехал на рыбалочку на Суру, и там речка, которая вытекает из села Марьяновка, это около Больших Березняков. И вот он снимает, в этой речке вода вот воняет канализацией, как по его словам, и она прям идет муть, и вот она в Суру впадает, и там вот эти вот облака, вот прям клубится, вот эта муть в Суре. И это канализация. То есть где-то в Марьяновке кто-то взял и выпустил сточные воды. Ну, я решил проверить, это вообще преступление, не преступление. Вот угадай, для организации, для юридических лиц максимальный штраф какой за сброс сточных вод? Не знаю, 1200 может. 240 тысяч. Нормально еще. За то, чтобы, если 2 раза провести несогласованный митинг, будет для физических лиц, не для юридических, от 150 до 300 тысяч. А за сброс канализации в речку для организации 40 тысяч. А вот еще кое-что другое могут забрасывать. 27 мая в социальных сетях появилось видео, что рядом с комбинатом Тепличный есть пруд, там выбросились тонны погибшей рыбы, и свидетели говорят, что это было на следующий день после того, как химикатами поливали земли около этого комбината, а воду они всегда берут из этого пруда. Может такое быть, что их вина, и тоже вот эти 40 тысяч взыщут после проверки с них?
Ну, я думаю, 40 тысяч для них это вообще ни о чем. Ну слушай, мне кажется, вывоз этого дерьма стоил бы дороже Я 40 тоже тысяч. Чем думаю, проще утилизация. заплатить штраф и выбросить все это. Пускай рыба дохнет. Может быть, закупили какой-то некачественный или контрафактный удобрение или что-то в этом роде и просто либо нарушили технологию его, может концентрат какой-то пришел, нарушили технологию его разведения, поэтому все так произошло. Вот у нас еще проблема какая. У нас кусают нас где ни попадя. Вот 5 апреля Роспотребнадзор сообщил, что за первый квартал только в медучреждение обратились в Мордовии более 300 человек. Из них в полицию обратились 76 человек. И ни одного административного дела возбуждено не было, так и полиция говорит, что это легкий вред здоровью. Кусает. Да, что ничего страшного. Могло быть и хуже. 30 мая Роспотребнадзор сообщил, что за 5 месяцев клещи покусали как минимум 177 человек, в том числе 82 ребенка, и 3 укушенных, 3 заболели клещевым боррелиозом. Это может приводить к инвалидности. В прошлом году по всем показателям в 2 раза меньше. Как вы считаете, вот это природное явление, укусы, клещи, или это все-таки проблема неэффективного управления, как сказать, отсутствие? Слушайте, ну вот по безопасности? поводу клещей, у меня собака в центре города практически набрала на себя, умудрилась набрать на себя клещей. Клещи в парках, они в черте города всегда были. У меня прям под окном еще лет 10 назад поймали клеща. Мне кажется, это все-таки И избили. нет. Это как это химаш. Это химаш. Слышь, ты с какого леса? То есть я все-таки здесь не вижу что-то страшного. Клещ — это такая зараза. Клещ, он вообще неубиваемая тварь. Да. Ну, боррелиоз вот к инвалидности может привести. А тут, я думаю, что тут надо клещи, то есть сами в черте города, это обычное явление на самом деле. Почему нам кажется, что это что-то страшное? Потому что мы об этом не знаем. Мы не знаем, что в шортиках по парку гулять опасно. А на самом деле страховка от клеща, я как турист знаю, стоит 300 рублей всего лишь. Достаточно вот это вот просто взять и по телевизору рассказать вместо там про Украину, про Сирию, вместо вот этого всего взять и 15 минут в день уделять вот как раз вот новостям В о смысле, том. страховка 300 рублей? Да просто идешь в любую страховую компанию, платишь 300 рублей, тебя страхуют от клеща. То есть можешь от Да. клеща застраховаться? Да, если я тебя думал, клещ- стоимость мази какой-нибудь. Нет, если Да. тебя клещ кусает, Ага. ты берешь, достаешь его Ага. и несешь на анализ. Анализ вот 2 года назад стоил 1100 рублей. Ага. А если ты застрахован, это все за счет страховой компании происходит. Плюс она потом, можно там в пределах 150 тысяч, короче, оплачивает тебе лекарства. А боррелиоз очень, Дешевая. очень недешевое лечение от боррелиоза. А можно взять, допустим, клеща в суд, засудить его, и он может взыскать с него, можно, да, еще ущерб? Наверное, может. Заставить его отрабатывать. Тут, по поводу этой новости Пиявки. изгаляются опять всякие там мракобесы, они там рассказывают про бомбы с клещами, которые на нас американцы сбрасывают. Жень, я вот тебе расскажу, ну ты, наверное, знаешь эту историю, тогда расскажу вот Да-да-да. зрителям. Просто я все детство провел в деревне Курмачкаса Армаданского района и за все детство не видел ни одной змеи. Вот. Но так как у нас сейчас с обработкой земель все довольно-таки плачевно выглядит, по скотину не гоняют, деревни вымирают, и, соответственно, из лесов начали выползать змеи. Мгм. Вот. Ужас. И они как бы вплоть до того, что уже по деревням ползут. Раньше не было этого вообще никогда такого. И вот может быть это как-то с этим связано, то что клещи начали по городу ползать, я не знаю, Да нет, клещи в городе всегда были. всегда были. Всегда были. Ну то есть это вот как с этим лосем, то есть природа начинает наступать на место обитания человека, когда место обитания человека начинает становится заброшенным. То есть жители Саранска уезжают в Москву, а в Саранск вместо них приходят лоси, змеи. Ну может быть, Начнем с того, что лоси у нас Ладно, экстремизм, все, молчу. Нет, но природа начинает наступать сразу, так как человек как уходит, сразу начинает природа наступать. Соответственно, если человек перестает где-то пасти скотину, на ее место, пустое место не бывает в природе. Его начинает другая экосистема заполнять. Кроме змей-клещей, есть у нас еще прекрасные существа, как тараканы. 29 апреля жительница Саранска купила пирог с яблоками, и там под пакетом обнаружила очень красивого большого рыжего таракана. С 1 по 17 апреля в детских садах проводили опросы, и выяснилось, что, оказывается, у нас очень радостно относятся жители
родители детей, и более 80% их устраивает организация питания, санитарное состояние и качество, вкус питания. В конце апреля Роспотребнадзор выяснил, что в 3 детских садах кормили детей некачественными молочными продуктами, а вот 30 апреля в поселке Комсомольском были поминки, и там 26 человек после них попали в больницу с симптомами отравления. Кишечная палочка сальмонелла в курочке вкусной. Как вы оцениваете качество питания в нашей республике? Я помню, как я учился в школе, я это просто не ел. И в какой-то момент я просто дома сказал: мам, ну хватит уже платить, ну это же гадость, ну фу. Вот, Отвратительно, на самом да деле. там, кажется, да ты помнишь помнишь вот этот... Ну, мы с тобой дети 90-х, могут сейчас зрители сказать, это было в 90-х. Сейчас все не так. Это американцы вредили. Американцы бомбы забрасывают. Они вам с специально некачественной некачественные продукты Слушай, вот кормили. у нас вообще И очень правильно, странная Путин реакция сейчас на их, америкосов, пиндосов загнал, чтобы они... Слушай, у нас в доске позора вот новость там какая-нибудь, что там муравья выловили в школьном компоте, да? И, наверное, 80% комментариев в духе: «Вот мы это в наше время вообще не такое жрали, вон, а какие выросли-то, вот сейчас неженки там, Ну вон». это ладно, мы муравьев ели Ну, в детстве. Ну, мы муравьев-то в детстве, да. Ну, по они приколу, кисленькие, соответственно, они но- кисленькие, Ну, это да. совсем в детстве, совсем. Но, блин, понимаешь, вот тот муравей, который бежит по дереву, это одно, он кисленький, прикольный. А тот Тогда муравей, был. который ползает по дому, он еще и по подвалу ползает. Он где- переносчик Да. неизвестно чего, в том числе и дизентерии. Ну, вообще, конечно, нежелательно есть насекомых, потому что теоретически как комары, какой-то процент из них переносят инфекции. Поэтому просим не повторять никого детских ошибок. Почему? У нас экологи многие говорят, что насекомые — это еда будущего. Ну, очищенные. Население Земли Здорово. растет. Как слышал про мясную муху? Вот это стоит. Слушай, население Земли растет, пастбища скоро начнут вытаптывать, поэтому многие экологи, например, говорят, что просто будут, ну, например, какого-нибудь того же мучного червя разводить. Его сейчас уже даже в Европе некоторые блюда из него готовят. Ну все, мы крест поставили на учреждениях. А вот в как сказать, заведениях общественного питания в Саранском Ой, Мордовии. знаете, вот это вот заведение общественного питания, которое у нас на заднем плане, очень красиво его описали по... Как же он называл? Ревизор? Да, в ревизора его. Или Ревизора, Ревизора, да. да. А там у них фирменное блюдо мясо на розетке, помнишь? У них там мясо на розетке аж висело. Просто кусок засохшего мяса на розетке. Слушай, ну вот это на самом деле, знаешь, это проблема, наверное, всех продуктовых магазинов. Проблема-то здесь в чем? У нас ходят такие службы недобросовестные, вернее, службы, в которых работают недобросовестные люди. И им главное задавить любого предпринимателя, чтобы взять с него взятку. Поэтому чистишь ты там, не чистишь, тебя все равно оштрафуют. И чем вот эти убирать остатки еды, перекрывать воду, чтобы тараканы у тебя там не плодились в магазине, проще дать взятку, и хрен с ним, пускай ползают. Жень, я в свое время работал в одной сетевой компании, где вы продуктовой, где продавали продукты у нас здесь в Саранске. Я обслуживал эти магазины по... Ладно, не буду говорить где, но, в общем, был я во всех магазинах этой сети, и могу сказать то, что ни в одной санитарной нормы не соблюдались. Там где-то были тараканы толпами, а где-то на щитовой, на фазах 380 вольт висели мыши. То есть так себе, короче, да. Так что, я думаю, не стоит там пугаться и не ходить, именно игнорировать, гнобить этот магазин. Да. Оно везде. Оно Тараканы везде. везде. Не ходите ни в какие магазины. Да, если хотите что-то экологически чистое, Жарьте езжайте- тараканов. Нет, выращивайте и жарьте тараканов. Чисто. В санитарных условиях дома, в коробочке. Ну или на крайний случай сами выращивайте на огороде и ешьте. Но вот, оказывается, на центральном рынке продавались санитарно чистые продукты, и вот как с ними поступили. 9 апреля, как скажем, войска, батальоны Россельхознадзора Мордовии проникли на центральный рынок Саранска, изъяли около 7 килограмм санкционных сыров из Германии, Голландии и Финляндии и сожгли их, сняв на видеокамеру. А приговоры вы зачитали? А тем временем в России 20% за чертой бедности. Да. Мне нравится как батальоны. Батальоны Роспотребнадзора. Роспотребнадзора. В коричневых рубашках такие, знаешь, такие в шортиках. Ну, видите, все, нас натовцы хотели отравить, но, слава богу, нас спасли. Да, нас спасли, действительно. Вот Если нас не отравят наши производители, нас отравят солдаты НАТО. Да,
Да. В Правильно этом мы ставим? согласны. 29 апреля на стройплощадке на улице Севастопольской рухнул огромный автомобильный кран. А оказывается, 2 года назад башенный кран примерно на том же месте. То есть у нас такая хорошая традиция в городе. Как вы считаете, это может привести к смертельным случаям? Ну, По-моему, естественно. даже приводило. Как-то раз что-то уже было. Так, а даже какой автомобильный кран? Ну, что Это понимаете? Ну, там автокран. полукамаз такой огромный в небо. А, кран. понял, переезжает, который на платформе. Ну да, типа того. Да, но это же все опять контролирующим органам вопрос, потому что учат у нас контролирующий орган, то есть крановщиком не так просто стать, там нужно пройти довольно-таки сложное обучение. И Сложно. Да, сложно, очень сложно пройти, там прям вот очень много нужно положить, чтобы стать крановщиком. И судя по тому, как у нас система образования в России построена, я могу сказать, что у нас любой дурак может стать крановщиком, у которого есть деньги. Смотрите, сложный вопрос. 1 апреля и 29 мая Петр Николаевич Тултаев, как сказать, свое намерение еще раз подтвердил, что предполагается активный снос старых металлических гаражей и сараев, на которых нет правоустанавливающих документов. То есть они, конечно, противные, может быть, кто-то из них и захламляет, но люди-то десятилетиями им пользовались, и мы отъемаем их имущество, хоть и нелегализованное. Как будем справедливо решать эту проблему, как вы считаете? Чтобы никого не обижать. Да какая елга, у меня у самого с этим проблема была. У меня был гараж на улице Терешкова, металлический. Тоже никаких, естественно, документов не было. Он был с советских времен, всю жизнь там стоял. Там был гаражный кооператив «Космос». Вот. В конечном итоге в один прекрасный день приехал КамАЗ с фотографией, ну, кран как раз такой вот башенный, с фотографией Сталина. Вот. И моему гаражу настал 37-й год. Вот. И его, короче, репрессировали и увезли. Депортировали. Да, и он теперь депортированный, стоит на отстойнике на телевизионном заводе. Что с ним делать, не знаю, потому что туда как бы дорога есть, но она такая, что там всю машину изломаешь, пока туда едешь. Да, у нас тоже увезли очень далеко туда. И Им там невозможно очень, пользоваться, и когда- там очень много таких гаражей стоит, хоть на Чермет его Не знаю, Ну а вопрос, что, оставлять их в центре города? вопрос-то спорный. Подождите, в центре города оставлять. Вот взять, например, мировой опыт, Японию, да, там очень в центре города стоят вот сотни заброшенных домов просто, на которые как бы они кому-то принадлежат. Уважают частную собственность. Они настолько уважают частную собственность, что они не могут снести, какая бы это халупа ни была. У них сейчас будет Олимпиада в Японии. Мгм. У них вокруг аэропорта целое поселение, которое этот аэропорт нужно расширять, увеличивать, строить дополнительные полосы, так как скоро будет большой приток приезжих. А они не могут это сделать, потому что там частные собственности. Это не как у нас в Сочи. И у них там отдельный закон даже приняли, то что типа если нам надо, мы у вас отнимем. А там такого нет. Там вот люди по 80, там деды, бабушки живут, и у них не могут этого отнять, потому что это частная собственность. Слушай, ну, во-первых, как я думаю, это две крайности. Вот то, что у нас происходит, то, что в Японии. Все-таки надо какой-то, диалогом как-то добиваться, компенсациями, там как-то еще переносить их куда-то. В Японии компенсации у них там чуть ли не в центре Токио квартиры дают. Но они просто не хотят уезжать, и все. Там Ладно, но тут еще другой момент. просто дожидаются того, пока эти бабушки с дедушками умрут, и их внуки не продадут. Знаешь, гаражи, это все-таки, они не совсем легальные. Это такие постройки. Так они в советские времена были построены. Понимаешь, в советское время нельзя было приобрести себе автомобиль, если у тебя нет гаража. Поэтому все люди строили себе гаражи металлические из того, что есть. Они из батарей, из просто листового металла, сваренные, склепанные, сбитые. Я представляю, о чем ты говоришь. Ну да, поэтому они такие страшные, потому что нельзя было приобрести Ну, себе опять же, автомобиль, смотри, если у тебя нет гаража. У нас их просто взяли, они у них были никак не легализованы. Может быть, их надо было как-то... Их нельзя было легализовать. Нельзя было. Нельзя было. Их вот прям упирались всеми частями тела, чтобы их нельзя было легализовать. Вот и корень проблемы. Если тогда упирались всеми частями тела, то есть препятствовали легализации, значит, нужно было позволить легализовать. Но это, конечно, утопия. Это как должно все это работать в нормальной России. То есть их, во-первых, если их не смогли легализовать тогда, надо было это сделать позже. И если уж их сносили, как-то компенсации или еще как-то. Там единственная компенсация была, это то, что бесплатно отвезут его куда-то. Они просто снесут экскаватором. Вот вся Ну, это компенсация. минус, должна быть какая-то все-таки компенсация. Но вообще, в целом, знаешь, гаражи в центре города. У меня под окном все было в гаражах, там постоянно что-то происходило нехорошее. Сейчас, в принципе, туда даже пытались женщин затаскивать. Ничего хорошего там не было, там был вот целый Ну, город гетто, из я этих, знаю, да. из этих железных гаражей, там между ними были бутылки, какашки, там черти что.
Сейчас в итоге все сносили, построили вот этот парк Победы, так называемый. Ну, парк, можно спорить по поводу того, хороший он или нет. Но победа точно. В любом случае, это победа точно, победа над железными гаражами. И, в принципе, этот парк, вот, он лучше все-таки, чем то, что было. Хотя, да, хозяева гаражей, наверное, пострадали, но надо было как-то им все-таки это компенсировать, что ли, я не знаю. Пол программы прошло, теперь ускоряемся, нужно успеть все. Вот тема, конечно, такая огромнейшая. В прошлом году, в 2018 году, в Большеберезняковском районе прошли референдумы о самообложении, и в апреле в Краснослободском, в Рузаевском собирали деньги от 100 до 350 на какие цели? Ремонт памятника воинам Великой Отечественной войны, ремонт дорог, водопровода, покупка детского игрового комплекса, благоустройство, расширение кладбищ. Только в одном населенном пункте из десятков большинство населения проголосовало против, где их предлагали согласиться на 350-рублевый дополнительный мы налог. передаем привет первому секретарю КПРФ Валентине Зайцевой за то, что отказала наблюдателям независимым участвовать в этом референдуме. Кто из вас хотел быть наблюдателем? Мы все хотели, мы могли перекрыть... Мы хотели перекрыть Краснослободск. Весь Краснослободск, у нас наблюдателей было В достаточно, хорошем чтобы смысле, перекрыть. занять все избирательные Да, ну это у нас наблюдательные сленг посты. наблюдательский. То есть мы могли занять все УИКи, все участковые комиссии и проконтролировать, чтобы референдум там прошел честно. А теперь вы сомневаетесь, да, в честности? Естественно. У нас наблюдатели привозят, их реально привозят, сажают просто как мебель, и эта мебель сидит, и вплоть до того, что они уходят до подсчета голосов и совершенно не знают законодательства, каким образом происходит подсчет, какие могут быть нарушения и прочее. Это не наблюдатели, это просто мебель, которую привезли для декорации. Как КПРФ мотивировал то, что не допустил вас до наблюдения? Они это не мотивировали, они начали заниматься какой-то казуистикой, вплоть до того, что спрашивают, кем финансируется организация «Голос» и прочее. То есть они спасли референдумы от вражеской вашей организации? Да, они вот... Она даже упоминала, что Если- ведь в советском аргумент был такой, помнишь, ведь в Советском Союзе тоже проводили самообложение, Да, так может это Советский правое дело? Ну, как бы, может это и правое дело. Мы не пытались оспорить сам референдум, естественно. мы пытались лишь проконтролировать его честность. Но получается, она считает, что это правое дело. Это фальсифицировать, что ли? То есть, хотите вы, не хотите, но самообложиться нужно? Ну, вполне себе. Женя, вот в Советском Союзе, я думаю, референдум тоже по такому же принципу был. Говорили, партия сказала «надо». Добровольно-принудительный, Да, да. партия сказала «надо», значит «надо». Приходишь и голосуешь «за». Отключим А там газ. вообще проводились такие голосования? Собственно, Мне кажется, там какой-нибудь проводились. обком, какой-нибудь Нет, совком, что-нибудь. были, все было. Сбор на Кубу, еду, обязательные всякие страхования, участие всяких... Да, все это было. Просто смотри, я вот лично считаю то, что вот эти все референдумы, которые прошли у нас, во-первых, это просто первый опытный такой вариант, который в дальнейшем будет Будут еще, согласен. проецироваться на другие сельские поселения и прочее. По-моему, только Саранск под это не подпадает, Саранск нельзя провести. Саранские по закону, по-моему, не Да, получается. в Саранске не получается по закону провести, а на остальные все сельские поселения это можно спроецировать и там такие же референдумы провести. А давайте представьте, вот вы там живете, вы знаете, что если не будет референдума, десятилетиями не увеличат размеры кладбищ, дорогу не подвезут. Конечно, мы не хотим дополнительный налог, но мы знаем, что без этого эту проблему не решат. Вот как если мы живем там? Может согласиться, раскошелиться? Тут такой забавный момент. У любого сельского жителя, да даже у городского, спроси: ребят, а кто ваш муниципальный депутат? Кто глава там района вот этого муниципального? И они же не знают. Вот это и москвичей не интересуются. И в Москве тоже не знают. А уж про деревни в Мордовии я вообще молчу. Я боюсь то, что вообще вот эти причины, которые были оглашены, на что именно собираются эти средства, это было просто как нашли самые больные темы, которые есть в этом селе, и просто решили на них надавить, соответственно, потому что просто бюджет нечем латать. Может быть такое. Надо Может. просто потом посмотреть, увеличили у них размер кладбищ, сделали им благоустройство, не сделали. Да, кстати, Ну, конечно, они сами должны смотреть, если они... Это понятно. они там Не местные, просто- скорее всего, никто не будет. У нас, потому что даже приезжал человек, который был на десятках выборов, даже, наверное, на сотни, наблюдателем, и он был вообще поражен, как у нас проводится. То есть там у вас такой админресурс, то, что люди приходят и сами голосуют. То есть их предварительно обработали так, им внушили Ты всю помнишь эту случай, информацию так, что... он как раз рассказывал, заходит дедушка, старенький, проголосовал, бросил бюллетень в урну, подходит к членам комиссии, говорит: а за что, говорит, голосуем? Да.
Да, вплоть до того. Но человек старой закалки, он просто СССР. Партия сказала, Партия значит, сказала, да, галочку поставить, значит, надо прийти поставить. Да, рабство. А вот у нас еще есть разновидность рабства. 9 апреля пресс-конференция военного комиссара Мордовии Игоря Валерьевича Тихомирова. Он говорит, дедовщины и неустанных отношений в армии нет. Из Мордовии на альтернативную службу 1 человек всего. Призвали более 1000 призывников. Показатель годности более 80%. 53 на контракт. 600 уклонистов, тех, кого не удалось оповестить. Как вы относитесь к призывной армии? Ну, это пережиток, мне кажется, прошлого. Не обязательно, на самом деле. Есть... Спорьте. Можно поспорить. Смотри, с одной стороны, да, многие страны пришли к тому, что армия у них контрактная, профессиональная. Но резко мы к ней перейти не сможем. При этом у нас есть... Естественно. При этом, смотри, у нас есть Израиль, у нас есть Швейцария. Там призывная система. В Израиле даже девушек призывают в армию. Да, как это работает? Смотри, они не уезжают куда-нибудь из Саранска во Владивосток и не служат там. Это, можно сказать, всеобщая воинская подготовка. То есть человек берет, грубо говоря, допускает, вот если бы было такое, я бы даже 3 года согласился служить. Просто ходить в форме в своем городе. Ты в своем городе, ты приходишь днем, как на работу, и в 8 часов учишься стрелять, физическую подготовку проходишь. Ты забираешь оружие, идешь домой и живешь дома. А зачем мне добровольность? Ну, Израиль и Швейцария могут ошибаться в этом. Подожди, Жень. Израиль и Швейцария — это маленькие государства, особенно Израиль, который Война. постоянно там практически Израиля постоянно там война. война. Их хотят уничтожить, стереть с лица Швейцария? земли. Там нет никакой войны. Ошибаются швейцарцы. Швейцария Наверное, самая ошибаются. богатая в мире страна миллионеров. Но это не добровольно, Евгений. Жень, Зачем мне добровольность легализовывать? нет, Жень, подожди. Понимаешь, даже самая богатая и страна миллионеров может, во-первых, ошибаться. Может, я не спорю. Вот. А во-вторых, Там, может быть, там настолько высокий Смотри, уровень по жизни, что ему поводу- просто пофигу на да, это. и по поводу недобровольности, там есть такой момент. Военные, это очень хорошая зарплата военных. То есть ты вот университет закончил, или даже не университет, там не университет, там немножко другая система, грубо говоря, после школы. Ну, ты не можешь найти хорошую работу. И для тебя вот эта вот служба, Так он добровольно пойдет, если хорошая зарплата. так, может, они там идут добровольно. Может, там просто есть вариант. Может, что- они потому и не меняют. Тут сложно говорить, как это работает. Может, но не замечают уже недобровольных. есть такое мнение еще, что они же оружие имеют право себе оставить. Они потом продолжают вот с этим автоматом жить. Он у них дома стоит, там в сейфе. И есть такое мнение, что всеобщая воинская подготовка и всеобщее вооружение населения – это очень хороший гарант демократии. Ты представь, у Естественно. тебя каждый человек подготовленный солдат с оружием. Попробуй-ка пенсионную реформу введи, да? А ты попробуй митинг начать разгонять, если знаешь, что у каждого может быть краткоствол с собой в кармане лежать. Вот и я про то. Я с Александром Ивановичем согласен. Следующая новость. У меня есть возможность выбирать. В конце апреля появилась информация, что сносят к чертовой матери Киномакс Победа. С осени уже не идут сеансы, от 30 апреля по сей день. Какие у вас воспоминания с этим зданием? И поддерживаете ли вы то, что его... А на его месте жилой комплекс высотку построили? Ну, туда ему и дорога, наверное. Не, ну кинотеатр был маленький, неудобный и уже... Почему не построить новый кинотеатр? Знаешь почему? Почему? Потому что много у нас людей ходит в кинотеатр. У нас мало людей ходит в кинотеатр. Я в кинотеатр... Даже на премьер мало людей. Я сам, например, в кинотеатр хожу раза 2-3 в Нет, год. подожди, и вот я Наверное, лично даже сторонник, реже. что если ты хочешь посмотреть какой-то фильм, вот который только что вышел, лучше его посмотреть в кинотеатре. Да, но, понимаешь, у людей просто... Вот я, например, хочу ходить в кинотеатр, да? Но я вот, например, иду с работы, и я думаю, так, купить персиков для ребенка и сходить в кинотеатр на этой неделе. Ну, Женек, я не обременен детьми. И иду пока в кинотеатр. что, поэтому я иду в кинотеатр, да. Вот дальше посмотрим. Ну, блин, я могу... Раньше я думал, так, купить персиков себе или пойти в кинотеатр. Это банально, просто люди бы с удовольствием ходили в кинотеатр, это круто. Ну, то, что там Кабана Брюкова была, вот У это нас, очень у неплохо. нас не, просто люди, многие не могут себе позволить. У нас какой-то там процент населения большой, 60 что ли процентов, не может себе позволить 2 пары обуви на один сезон. Жень, подожди, и вот, во-первых, зависит от фильма. Вот, например, на «Войну бесконечности», даже не на «Войну бесконечности», на «Мстители. Финал». В час ночи был полный зал. Я там был, Ну, лично могу слушай, сказать, ну, был полный зал. Но это Ну, это гигант. от фильма зависит, Да, извини. это просто фильм такой. Ну, Почему бы не снимать такие фильмы, на которые люди ходят? почему есть фильмы, например, не такие мейнстримовые, но тоже хорошие, но на них идет меньше людей, а могло бы сходить больше, я думаю. Я думаю, уровень жизни всему виной. Ладно, к следующей быть. новости. 3 мая
опубликованы результаты маркетингового опроса, и оказалось, что из 24 города России опрашивали жильцов, жители Саранска оценивают свое финансовое положение как самое бедное. 29 мая национальный рейтинг мэров всех городов столиц России, там наш Петр Николаевич всегда в десятке, сейчас вот 11 место. А 29 мая выяснилось, что у нас, оказывается, в Саранске есть лишние деньги, и депутаты Горсовета проголосовали, что нужно ввести новое подразделение, пресс-служба, и чтобы оно пиарило, и чтобы улучшало настроение горожан. Как вы относитесь к этому? Надо больше пропаганды, я считаю, потому что если мы не будем всем рассказывать о том, как у нас хороший президент, то нас захватит НАТО. Конечно, да. Завтра у нас будут стоять войска НАТО. Ты помнишь народное телевидение Мордовия? Да, помню. Заходим на сайт Минфина, скачиваем отчет об исполнении бюджета и смотрим, там для НКО, вот, внимание, графа, НКО в сфере СМИ выделено 35 миллионов, или 30, ну, короче, более 30 миллионов на 2019 год. За первый квартал 2019 года уже выделено 8 миллионов. У нас в Саранске одно только СМИ, которое является НКО. Вот именно приставка вот эта НКО, только одно СМИ. Это Народное телевидение Мордовии, которое... Это некоммерческая организация. Да, некоммерческая организация в сфере СМИ у нас только одна в Саранске, в Мордовии. Это НТМ. Поэтому я считаю, это плохо, что у нас только одно пропагандистское телевидение. Нам нужно и Нужно больше. еще и пресс-службу вести. Пресс-службу, еще, я думаю, филиал Russia Mordovia Today. Mordovia Today. Да, почему нет? Ну, все должны знать, у нас какой хороший есть президент. эхо Мордовии, будет еще Mordovia Слушай, Today. всем надо рассказать, какой у нас хороший президент. Ты че? Вдруг НАТО придет, а мы не знаем, что будет хороший. Телесеть Мордовии часто раз в несколько месяцев тоже посвящает выпуски, что вот деньги выделяют народному телевидению Мордовии. Я вот сейчас послушал. Они просто завидуют. Наверное. Смотрите, вот у нас есть ЖКХ в Саранске, и за него отвечал, оказывается, 6 лет первый замглавы Алексей Владимирович Егорычев. А теперь 22 апреля назначили нового первого замглавы Саранска, мэра Игоря Николаевича Бутяйкина. Давайте подведем итоги за 6 лет состояния ЖКХ Саранска и дадим пожелания новому. У нас как не поменяли трубы, так и не поменяли. Мне кажется, Бутяйкин меня ненавидит. Почему? А потому что из-за меня его оштрафовали. Его штрафовали. А мы когда... из-за тебя тоже, кстати. Ты помнишь, мы когда ямы на Фурмановой мерили? Ну, на них завели, ну вот на эту его дирекцию, как она там Он называлась. возглавлял дирекцию коммунального хозяйства и благоустройства. Дорога на Фурманова принадлежала им, и за нас на них завели дело об административном правонарушении, за то, что не состоять содержание дороги. Подожди, личные, как бы, это личное, а то, что люди там машины себе разбивали, это, извини, это общественное. Теперь он из принципа ржавую воду, Евгений, по вашей жалобе не будет. Он конкретно к тебе будет поставлять в квартиру, конкретно к тебе. Вот. Все ржавчину. Я не знаю, может это совпадение, но после того, как мы вот с этими подписями все наделали, да, с этих строек почему-то ржавой воды стало больше, а на химаше меньше. Может, они решили, давай этого козла задобрим, чтобы он там... Я лично очень сильно сомневаюсь в том, что можно каким-то образом контролировать количество ржавчины в наших сетях. Шапочку из фольги. Шапочку из фольги. Шучу. Конспирологию не будем ударяться. Но я думаю, это просто перестановка. Жень, еще количество ржавой воды большое возникает из-за того, что чистят летом теплообменники. И у нас теплообменники все, к сожалению, кожухотрубные, они пластинчатые, современные, из нержавеющей стали. Потому что, старые, все старое. Да я не спорю. Опять все про свою воду. Я тебе могу рассказать, как кожухотрубные чистят. У них снимают вот такая большая бочка, и там происходит теплообмен теплоносителями. Через трубы протекает вода, которая идет в дома, а снаружи протекает теплоноситель, который идет в ТЭЦ. И вот внутри в этих трубах образовывается накипь. И чтобы ее прочистить, открывают крышку, берут большое длинное сверло и сверлят вот эти вот отложения. И оттуда их вымывают. Соответственно, все не вымывается, остается ржавчина, окалина и прочая фигня. Они просто эту крышку закрывают, включают воду, и вся эта фигня идет в квартиру. Александр, я сейчас в депрессию впаду. Пока Евгений не заснул, переходим к следующим вопросам. У нас осталось еще несколько вопросов, а времени очень мало, отвечаем очень коротко. В Рузаевке, оказывается, в ноябре 2016 года бывший глава МЧС Мордовии возглавил Рузаевский район. Через две недели он назначил нового главу администрации Рузаевки, руководителя подразделения МЧС Мордовии. То есть сам он генерал, назначил полковника. И вот в апреле
первый замглавы стал лейтенант ГИБДД в отставке. Как вы относитесь к тому, когда силовиков назначают руководителем исполнительной власти? Во-первых, это называется хунта. Патриотично. Да. А во-вторых, это можно прокомментировать одной очень емкой фразой. Набрали верных, а спрашивают как с умных. Да. Переходим к следующей У теме. нас же еще охранников губернаторами назначали, Да, и да. недавно новость была о том, что Назначили, кто-то сняли. там, кто-то там министр там какой-то или кто-то еще, какой-то там, короче, государственный орган сказал, что эта практика эффективная, назначать бывших охранников губернаторами. Смотрите, Так насчет что правильно, эффективности. патриотизм. 14 марта в Москве прошло заседание коллегии Федеральной службы судебных приставов, и Мордовское территориальное управление заняло серебряную медаль, второе место. Как вы оцениваете качество работы нашей службы мордовской? Я вам скажу то, что они очень резво могут собирать деньги с ИПшников, они не церемонятся, если к ним приходит судебное распоряжение какое-то, они просто проходятся по всем твоим счетам, которые к тебе приписаны, по всем твоим карточкам, и сколько им надо, столько и списывают. И не входит в положение, да? Слушай, меня оштрафовали за митинг однажды, за несогласованный митинг. И, значит, оплатил я все это прям в последний день, короче. Все уже у меня оплачено, ко мне приходит в 7 утра, пристав приходит, долбит мне в дверь. Телевизор забирай, да? Будет ребенка, короче, и говорит, ты что не платишь? Я в 7 утра. В общем, я не помню, ругался я на него матом или нет, но он ушел недовольный, и потом я звонил к ним и ругался. Ну, как вот такое может быть? Ну, оплата пришла, но в последний день, но они не успели среагировать, поэтому пришли долбасить мне в дверь. Ну, что это такое? Они скажут, у нас система тормозила. Они сами тормозят. Смотрите. Когда разруха, понимаешь, Булгакова, В головах. разруха не в стране, разруха в головах. Вот тормозит не система, тормозят головы. Может быть. Как вы оцениваете состояние банковской системы Мордовии? 7 мая Центральный банк России опубликовал пресс-релиз, что Мордовпромстройбанк присоединяется к Активбанку. Столица С считает, что банк контролируется семьей Меркушкиных. Довольны вы банковской системой? Я мордовскими банками не пользуюсь, но знаю то, что всякие услуги через определенные банки заставляют проводить. Да. КС банк у нас есть такой, который Да. очень хороший банк. Я там он просто у меня рядом с домом. Вот, поэтому иногда, знаешь, такая ситуация возникает, что, ну, сейчас уже нет, сейчас в садике у меня все наладилось, но раньше им нужно было прям квитанцию нести, сейчас их устраивают электронные квитанции со Сбербанка, например, там, или еще, и с Альфа, ну, без разницы, с любого. В КС-банк ты приходишь, знаешь, такой сервис, очередь 18 человек стоит к одному там какому-то, в одну кассу. Именно кассу. Такую. Кассу, да, с не в решетками. терминал. Да. Ну, не решетка, сейчас там стекло стоит, непробиваемое, но там стоит очередь, там все вот этот дымофон, как он называется? Не дымофон, ну ты В понял. 12 часов Халя уходит на обед. Да, и оттуда все идет с искажениями, там ничего не слышно, там стоят глухие бабушки, дедушки. Это такое дно просто, знаешь. Это машина времени, ты переступаешь за порог КС-банка и просто попадаешь, короче, в 80-е. Ну, собственно, это как со всем, что у нас есть в Мордовии, с теми же трубами, которые просто не меняют. Мордовпромстройбанк. Ребят, у вас вот касса, и там сзади висят часы, поправьте их, пожалуйста. Я каждый раз туда захожу, мне больно, они висят по диагонали, ну вы что делаете, Смотрите, последняя новость, в которой мы берем пример для нашей республики из других стран. 20 мая в своей инаугурационной речи президент Украины Владимир Александрович Зеленский обратился ко всем украинцам в галактике. Нас 65 миллионов, вы нам очень нужны. Перевезите, пожалуйста, нам ваши знания, опыт, ментальные ценности, все, в общем, гражданство гарантируют. А за 2 месяца до этого Владимир Дмитриевич Волков в ежегодном послании Госсобранию тоже минут 7 говорил о миграционной убыли как главной проблеме, предлагал пути решения. Вот вы, как считаете, это вообще можно вернуть тех, кто родился в Мордовии, чтобы они возвращались, вот эти сотни тысяч людей? Да, если здесь будет зарплата, как в Москве, Что еще? Вонять не будет. вонять. Чистая вода. Ну, Если слушай, ну если зарплата будет как в Москве, я думаю, можно и вонять. Женя, я тебе про миграцию, знаешь, что могу сказать? То, что очень плохо, когда уезжают умные и активные. Это, знаешь, такие люди, которые сегодня на Лисме работали, а завтра у них в Бангладеше успешный бизнес по продаже Слушай, семечек. это, знаешь, это... Это вот умные и активные. А самое, знаешь, какое печаль начнется, когда будут уезжать умные и ленивые.
Потому что умный и ленивый – это самые лучшие управленцы. Столица ЕС, помнишь, они недавно написали статью, где сказали, что мы все агенты Госдепа вместе с доской позора, потому что админ там живет в Америке. Он, в общем, парниша тоже жил здесь, в Саранске. Сначала уехал в Москву. Он активный, человек может работать, трудолюбивый. Он уехал в Москву. И потом прекрасно, просто в один момент прекрасный понял, что еще больше он может, еще лучше жить, он может за океаном. И перебрался туда, живет себе припеваючи. Но его волнует как бы ситуация в Мордовии. И он поэтому сейчас администратор доски позора. Еще я знаю несколько своих соотечественников, которые сейчас живут за границей. Все же убежали по одной простой причине. Жень, вообще, если бы человек всегда все устраивал, мы бы из Африки не вышли. Понимаешь, мы поэтому заселили всю Да землю, вот ведь. потому что мы всегда ищем, где лучше. Да, люди не просто из Мордовии бегут. Мордовия — это квинтэссенция вот этой вот Российской Федерации. Сейчас вот из нее делают. Ну да. Потому что в России, допустим, не любят умных людей, а в Мордовии их вообще гнобят. Только в России ты что, самый умный, это угроза, да? Да, вот. А в Мордовии? В Мордовии это... Здесь же вообще нас же довели вообще до какого-то кошмара просто. Да, вот как есть как правило, то в России умных людей презирают и ненавидят, так же как и добрых людей и людей Считаю добрых людей нравственных. с добростью, слабостью. Да? Доброту, слабостью. Уважаемые телезрители, новости из жизни Мордовии за апрель-май 2019 года в программе «Мордовский блок новостей» «Эхо Мордовии» комментировали Евгений Геннадьевич Пашуткин и Александр Иванович Лютов. Спасибо вам большое.